Maaf, sampai kawasan. Kemudian tetap itu. После похорон он связался с нами и говорил то, что, принес свои извинения, говорил, что он на 100% виноват, там, что он гнал, что он должен был быть на месте Игоря, что это он должен был умереть, а не Игорь. Как вы знаете, я поверила ему сначала, что он признает полностью свою вину, а утром от следователя узнал, что он полностью отказывается и пишет там, я поняла, что ни одного слова правды у него нету, как он там давал интервью в какой-то газете, что он там не помогал Игорю, там, и все, он же просто лжет, и пытается выйти из воды каким-то чистым, знаете, что он и Игорю помогал, и ездили там, якобы там за скорой его друзья, это все ложь вообще, все свидетели говорят одно и то же, даже нет никакого малейшего расхода в показаниях, что он просто равнодушно убил и равнодушно стоял возле своей машины и переживал, как ее бы увезти, а не то, чтобы человека узнать, вообще он жив, не жив. Я до сих пор не могу смириться, что у моей сестры больше нет. И просто в память о ней мы сейчас готовим поправки, ужесточение законодательства, чтобы убийцы действительно сидели за решеткой, не отделывались просто условными наказаниями, чтобы у них отбирали права пожизненно, если ты убил человека. Более чем, то я считаю, человек не должен больше ездить за рулем. Сейчас мы хотим справедливого наказания для него, чтобы Артем сидел, и чтобы он сел просто в пример другим молодым людям, которые считают, что быть пьяным или в наркотическом опьянении за рулем это нормально. И чтобы у них был страх не только потерять свою жизнь, но страх того, что и наказание будет им неотвратимо за их страшные поступки.